Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 7 января президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы кадры, назначенные на должности председателя ряда городов и районов страны, а также на руководящие должности в других государственных структурах. С подведением итогов деятельности национальной экономики страны в 2025 году заместители председателя Хатлонской области, председатели городов и районов Куляб, Джайхун, Мирсаид Али Хамадони, Ховалинг, Исфара и Старавшан, Спитамен, Бабуджон Гафуров и Рудаки, а также председатель и заместители председателя Комитета по местному развитию были освобождены от занимаемых должностей. На эти должности назначены другие молодые опытные кадры. Солихзода Ашурбой освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли, а Рахмонзода Абдулло от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью, и оба назначены заместителями председателя Хатлонской области по вопросам экономики и идеологии. Также на должность директора государственного учреждения «Национальный театр» назначен Шарифзода Манучех, который до этого занимал должность заместителя министра культуры Республики Таджикистан. В ходе беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал новоназначенным кадрам наставления и поручения по добросовестной и преданной службе во благо государства и народа Таджикистана, соблюдению законности и правопорядка, особенно в вопросах распределения земельных участков под строительство жилых домов, подготовки к весенним полевым работам, подбору и воспитанию молодых перспективных кадров, а также надлежащему отношению к населению. Было подчеркнуто, что необходимо активизировать процессы создания и благоустройства, в том числе с привлечением инициативных предпринимателей и щедрых граждан, особенно в целях достойной встречи Международного Навруза и 35-летия государственной независимости Таджикистана. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Рахмонзода Абдулло Курбонали от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Рахмонзода Абдулло Курбонали от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Назарзода Бахтиора Худойора от должности председателя города Куляб Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Назарзода Бахтиора Худойора от должности председателя города Куляб Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Мирзозода Нурулло Абдулхая от должности председателя района Мирсаида Али Хамадони Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Мирзозода Нурулло Абдулхая от должности председателя района Мирсаида Али Хамадони Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Одиназода Абдулхафиза Абдусатора от должности председателя района Джайхун Хатонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Одиназода Абдулхафиза Абдусатора от должности председателя района Джайхун Хатонской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Набизода Фарухиддина Амурдина от должности председателя Ховалинского района Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Набизода Фарухиддина Амурдина от должности председателя Ховалинского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Мамурзода Адхама Мамура от должности председателя города Старавшан Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Мамурзода Адхама Мамура от должности председателя города Старавшан Сагдийской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года.
Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Бахудурзода Баховаддина Бахудура от должности председателя города Исфара Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Бахудурзода Баховаддина Бахудура от должности председателя города Исфара Сагдийской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Нумонзода Темирджона от должности председателя района Спитамен Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Нумонзода Темирджона от должности председателя района Спитамен Сагдийской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Салимзода Нусратулло Файзулло от должности председателя Бободжон-Гафуровского района Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Салимзода Нусратулло Файзулло от должности председателя Бободжон-Гафуровского района Сагдийской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Хигматуллозода Абдугафура от должности председателя района Рудаки. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Хигматуллозода Абдугафура от должности председателя района Рудаки в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Постановление правительства Республики Таджикистан об освобождении Солихзода Ашурбоя Абдувохида от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Солихзода Ашурбоя Абдувохида от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан об освобождении Шарифзода Манучехра Муртазо от должности заместителя министра культуры Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Шарифзода Манучехра Муртазо от должности заместителя министра культуры Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан об освобождении Пирзода Деловара Атахона от должности заместителя председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Пирзода Деловара Атахона от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Распоряжение президента Республики Таджикистан. Освободить Джумазода Шарифджона от должности председателя Комитета местного развития при президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан. Освободить Муминзод Камолиддина Рамазона от должности первого заместителя председателя Комитета местного развития при президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Пирзода Деловара исполняющим обязанности председателя города Куляб Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Пирзода Деловара исполняющим обязанности председателя города Куляб Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Набизода Фарухиддина Амурдина исполняющим обязанности председателя района Мирсаида Али Хамадони Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Набизода Фарухиддина Амурдина исполняющим обязанности председателя района Мирсаида Али Хамадони Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Раувзода
Джумазода Саймумина Тоджидина председателем Ховаленского района Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Раувзода Саймумина Тоджидина председателем Ховаленского района Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ализод Азизулло Мухибулло исполняющим обязанности председателя района Джайхун Хатлонской области в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ализод Азизулло Мухибулло исполняющим обязанности председателя района Джайхун Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Джумазода Шарифджона исполняющим обязанности председателя города Исфарат Сагдейской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляют назначить Джумазода Шарифджона исполняющим обязанности председателя города Исфарат Сагдейской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ходири Абдусаттора Гафурзоду председателем города Истаравшан Сагдейской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ходири Абдусаттора Гафурзоду председателем города Истаравшан Сагдейской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Нумунзода Темурджона исполняющим обязанности председателя Абубаджон-Гафуровского района Сагдейской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Нумунзода Темурджона исполняющим обязанности председателя Абубаджон-Гафуровского района Сагдейской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Джуразода Джамшеда Хабибулло исполняющим обязанности председателя района Спитамен Сагдейской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Джуразода Джамшеда Хабибулло исполняющим обязанности председателя района Спитамен Сагдейской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Салимзода Нусратулло Файзулло исполняющим обязанности председателя района Рудаки. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Салимзода Нусратулло Файзулло исполняющим обязанности председателя района Рудаки. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан назначить Муминзод Камолиддина Рамазона председателем Комитета по местному развитию при президенте Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан назначит Давлатзода Зарину Дильмурод заместителем председателя Комитета местного развития при президенте Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан назначит Давлатзода Зарину Дильмурод заместителем председателя Комитета местного развития при президенте Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан назначит Мамурзода Адхама Мамура старшим советником аппарата помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан назначит Шарифзода Манушехра Муртазо директором государственного учреждения Национальный театр исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 7 января 2026 года. Ежегодное оглашение послания президента Республики Таджикистан об основных направлениях внутренней и внешней политики республики является важным событием, в ходе которого наряду с анализом и подведением итогов деятельности всех сфер перед ответственными лицами ставятся конкретные задачи для достижения еще более значимых результатов. В связи с важностью послания предлагаем вашему вниманию комментарии наших коллег.
Наряду с другими вопросами в ходе представления своего послания президент Республики Таджикистан в Маджлисе Ули отметил, что с первых дней своей деятельности в качестве главы государства и по сегодняшний день он объявил поддержку и развитие науки и образования приоритетным направлением и на протяжении более чем 3 десятилетий уделяет этим жизненно важным сферам первоочередное и постоянное внимание. Поскольку он хорошо осознает, что развитие всех сфер жизни, общества и государства, благополучное будущее государства и нации напрямую зависит от развитой науки и образования, прочный фундамент которых закладывается уже сегодня. Иными словами, поддержку и внимание к этим важным и судьбоносным сферам он считает инвестицией в светлое будущее нации и устойчивость государства. В связи с этим правительство страны последовательно увеличивает финансирование данных ключевых отраслей, и ежегодно их общий объем составляет более 21% расходов государственного бюджета. В то же время в послании было отмечено, что на сферу образования в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено почти 14 миллиардов сомони, что по сравнению с 2025 годом больше на 25,4%, а по сравнению с десятилетней давностью, то есть с 2015 годом, увеличилось в 5,5 раз. С этой целью правительству страны поручено всесторонне проанализировать и рассмотреть состояние реализации национальной стратегии развития образования на период до 2030 года и усовершенствовать ее в соответствии с новыми целями, поставленными в данной сфере. В 2012 году в послании главы государства годы 2020-40 были объявлены 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, и с того времени прошло 6 лет. Агентству по надзору в сфере образования и науки, Министерством образования и науки, экономического развития, торговли, промышленности и новых технологий, Национальной академии наук и Счетной палате поручено всесторонне проанализировать результаты шестилетней реализации утвержденных мероприятий и принять дополнительные меры по устранению имеющихся недостатков и препятствий. Благодаря стратегической дальновидности и успешной дипломатии Таджикистану удалось поднять вопросы водоснабжения и климата на уровень глобальных вызовов и разработать новые подходы к обеспечению устойчивого развития энергетической и экологической безопасности. Следующий сюжет посвящен этой теме. За последние 2 десятилетия Республика Таджикистан стала признана Международным центром по продвижению вопросов водных ресурсов и климата. В этом процессе ключевую роль играет президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Под руководством главы государства приоритетными стали вопросы водоснабжения, защиты ледников и устойчивого управления окружающей средой. Таджикистан стал государством, успешно объединившим региональные проблемы и интересы международного сообщества вокруг водной повестки дня, поощряя дискуссии экспертов и принятие решений в рамках Организации Объединенных Наций. В настоящее время, по оценкам учреждений ООН, почти 900 миллионов человек на планете страдают от нехватки питьевой воды. Почти 3 миллиарда человек в мире не имеют доступа к современным санитарным условиям. 1/6 часть населения мира не имеет достаточного доступа к продовольствию, а к 2030 году примерно 47% населения мира будут страдать от недоедания. К 2050 году население мира достигнет 9 миллиардов человек. И учитывая быстрый рост населения, ученые и эксперты прогнозируют, что к 2030 году почти 40% населения мира столкнется с нехваткой воды. Отсутствие координации между странами, использующими трансграничные водные бассейны, осложняет ситуацию. Именно президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, является автором и инициатором таких ключевых резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, которые повлияли на глобальное понимание проблем водных ресурсов и климата. С 2018 года Таджикистан является площадкой для проведения Душанбинского водного процесса. Это международный механизм обмена передовым опытом и разработки решений водных проблем. Он был одной из целевых платформ в рамках подготовки ко второй конференции ООН по водным ресурсам, мероприятие, состоявшееся в Нью-Йорке в 2023 году по инициативе Таджикистана и Королевства Нидерландов. В работе конференции приняли участие более 10 тысяч делегатов. Обсуждались 700 инициатив и сотни предложений, касающихся улучшения управления водными ресурсами.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем выступлении на этой конференции подчеркнул, воду следует рассматривать как объединяющий фактор, средство мира, развития и сотрудничества между странами в международном масштабе. Таджикистан демонстрирует, что водные проблемы могут служить инструментом сотрудничества, а не конфронтации. Предложение республики «Модель» включает научные исследования обмена данными, устойчивое трансграничное управление водными ресурсами, развитие зеленой энергетики и адаптацию к изменению климата. Эксперты считают, что такой подход – основой для предотвращения потенциальных конфликтов, учитывая, что в мире существует более 200 спорных трансграничных рек. Искусственный интеллект все активнее входит в систему образования страны. В Душанбе стартовал учебный курс «Неделя искусственного интеллекта», направленный на повышение цифровых компетенций педагогов и внедрение современных технологий в учебный процесс. Подробности в нашем репортаже. Учебный курс под названием «Неделя искусственного интеллекта» стартовал в государственном учреждении «Аналитико-информационный центр» при Главном управлении образования города Душанбе. В течение 2 дней педагоги знакомятся с базовыми понятиями искусственного интеллекта, современными цифровыми программами и практическими возможностями их применения в образовательной среде. В церемонии открытия приняли участие представители Главного управления образования города Душанбе, сотрудники аналитико-информационного центра, представители Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, а также учителя информатики столичных общеобразовательных учреждений. Учебный курс ориентирован на повышение профессиональных компетенций учителей информатики общеобразовательных школ столицы. Особо отмечается, что развитие искусственного интеллекта в сфере образования соответствует международным инициативам Республики Таджикистан по предложению президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона. 25 июля 2025 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии», что подчеркнуло возрастающую роль Таджикистана в формировании глобальной повестки в области цифровых технологий. По инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе прошло благотворительное культурно-развлекательное мероприятие, направленное на оказание социальной поддержки, повышение благополучия детей и укрепление духа гуманизма в обществе. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. В Государственном институте детских искусств имени Удины Хошима красочная благотворительная программа, направленная на поддержку детей, воспитание гуманизма и поднятие морального духа учащихся столичных социальных учреждений. В мероприятии приняли участие представители профильных структур, учащиеся столичных школ, интернатов, учителя и деятелей культуры. Культурная программа была насыщенной и разнообразной. Зрителей порадовали трогательные песни, танцевальные номера, комедийные сценки, интересные театрализованные представления. Особое внимание привлекли комедийные сцены с образовательным и социальным содержанием, которые создавали атмосферу радости и веселья. Организация и проведение подобных мероприятий наглядно демонстрирует постоянное внимание администрации города Душанбе к социальным вопросам, поддержке детей и развитию культуры. Такие инициативы способствуют формированию здоровой духовно-социальной среды, создают условия для всестороннего образования молодого поколения, раскрытия талантов, повышения эстетического вкуса и укрепления национальных ценностей. Благотворительные и культурно-развлекательные программы одновременно укрепляют социальную сплоченность, распространяют дух доброты и заботы о детях, внося значительный вклад в устойчивое развитие общества. Подобные инициативы подтверждают, что администрация города Душанбе с высокой ответственностью относится к социальным и культурным вопросам, делая поддержку детей и молодежи одним из приоритетов своей социальной политики. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.